Слышите, какой гул идет? Нигде щелинок. Нигде щелинок. Нигде дым не идет. Вот теперь самые, кто вот мне советовали, что вот надо прикрывать там туда-сюда, это не помогло. Самое главное, лучше, хоть еще больше труба была. Это намного лучше будет. А когда большая труба, вот тогда уже прикрываешь и регулируешь скорость огня. Ну вот эта труба, это диаметр для такой печки самое то. Горит четко, нигде не шифонит, дым не идет, все в порядке. Избушка буквально за 5 минут уже начала воздух меняться. Очень жарко. Здесь можно кипятить чай. Сейчас я чайник с водой схожу и поставлю отсюда и большую печку еще затоплю. Вообще идеальная печка. Вот, ребята, во. Это просто у меня времянка. Я, если что, я переделаю из толще материал сделаю. Потолще. Вообще огонь печка. Четко работает. Многие подписчики ждали, когда я покажу, как будет работать печка. Вот смотрите. Все четко. Будет двойное испытание. У нас буржуйка тут топится уже. Угли там. Хорошо, тяга есть. И если что, вот скажем, для экономии, чтобы жар держал, вот так закрыл. И он будет тлеть там долго-долго, часами. Так что... И затопил еще вот вторую печку. Затопил, сейчас немножко прогорит и туда закину еще березу. А сами пойдем на рыбалку. Очередные поиски березы. Второй прошлый раз я не нашел. Не могу понять, где она. Где они, эти дрова. Точно не знаю. Вот тут он лежал. Здесь я пилил. А куда сложил, непонятно. Или... Это, наверное, мы увидим весной, где он находится. А, да ладно. Потеряли дровишки. Короче, гадать не буду. Быстрее. Вот. Гнилое дерево. Сейчас, наверное, свалю этот пенек и подкину березу.
Вот этот утеплитель. Это обшивать будем, светлее будет и, думаю, немножко хоть теплее. Жар будет держать. Сейчас пока лыжи не буду брать на рыбалку. Пойдем без лыж. Так, доски потом выгружу. Выгрузим потом. Пока не знаю, куда выгружать, где оставить. Или за домом где-нибудь. После. Все. Вот это жара. Ху-ху-ху. Прошлый приезд зря я не растапливал эту печку. Короче,
Сходили за водой. Запас воды есть. Сейчас чайник поставим. И думаю, здесь быстро. У меня в чайник, оказывается, оставалась вода с прошлого раза. Я забыл вылить и замерзла. Буквально за 5 минут все растаяло. И короче, сейчас свежий чай поставлю. Нижняя печка тоже топится. Все нормально. Ну вот, немножко можно расслабиться. Чуть-чуть. Когда ты приедешь, блин, напряжение, все надо делать. Это хорошо, что весной день такой более-менее длинный. Еще успеваешь. Минус 2 градуса сейчас на улице. Попьем чаек. Тут у меня масло с прошлого раза. Все из еды, что вот для человека надо, все есть. Все. Буквально там как бы и сало есть, и песок, все. Тулан бродит, я не знаю, где он. Буквально приходит там на минутку и все время идет. Вот так вот. Сейчас еще подкинул в железную печку немножко дров. Сполосну горячей теплой водой. Время я тоже не знаю. Часов нету. Как и прошлый раз, и сейчас. Но у меня сотовый телефон есть. Сотовый телефон. Там часы работают, конечно, но до вечера я звонить не буду и смотреть на телефон тоже не буду. Как начнет солнце садиться, если не будет клевать, конечно, быстрее я приеду. Сейчас я поеду на Буране. Определенное количество километров, а там уже дальше буду рыбачить. Здесь поблизости я сегодня рыбачить не буду. Прошлый раз и целый день бродили, один маленький хариус только поймали. Ничего не ловится. Попробую в другое место съезжу. Нормально. Еда как еда. Выпендриваться не будем. Вот так. Ну и как Степаныч. Смотрите канал Степаныча. Хлеб с маслом он любит тоже. Одним словом, ребята, сейчас я поем немножко и сходим на рыбалку. Остальные бытовые
дела на потом оставлю. Вечер длинный, все успеем. Ужин приготовим, ну и все остальное по ходу дела. А сейчас сходим на рыбалку. Так, подкинул еще дровишек. Вроде все в порядок. Собрались. А, вон мой наемник. Сейчас покажу. Лан. Устал, что ли? Что-то он лег. Короче, прикрепил на него крепление. Сейчас, если получится, камеру прикреплю. Посмотрим, где он гуляет, что он видит. Если удастся заснять. Наемник ты мой. Вон он, крепление. Этот подписчик тоже мне выслал. Не знаю, правильно, неправильно там закрепил. Вроде как все нормально. Накормил хлебом. Многие тоже пишут, что я вообще собак не кормлю. На скорую руку я даю им хлеба, а потом уже вечером нормально я его накормлю. Так. Все, короче, мы поехали. Санки оставляю. Налегке поедем. У меня только рюкзак. Лыжи тоже не возьму. Возьму только, чтобы не забыть ледобур. И все. Пару километров проехал на Буране. Там интересные следы я вижу. Вот. Не знаю, кто там. Человек или зверь там ходил. Пешню вот зря не взял, потому что видно, вода поднимается. Вода поднимается. Опасные участки тут. Тут люди ходили, ребят, рыбачили. О. Одним словом, опоздали. Кругом рыбаки. Это с верховья уже в нашу сторону приходили. Ничего себе. Вот это да. Там пробурили все. Значит, бесполезно туда идти. Ага, вот это да. Нормальный ход.
Капитально тут рыбачили. Прошлый приезд вот еще более-менее никого не было, а сейчас кругом шерстят. Ну, раз приехали, все равно попробуем. Здесь только один след. Ни хрена себе. Каждые 2 метра пробурили. Тут обедали, видно. Так. Не сегодняшний. Тут долго топчились. Видно. Так, ну что ж. Ничего не поделаешь. Здесь ручей выходит. Попробую тут сперва. 2 лунки попробую и дальше посмотрим. Идет оператор. Тола, надо поменять у него аккумулятор. Да, иди ко мне. Короче, все нормально стоит, но вот аккумулятор буквально за 5 минут, наверное, разряжается. Вон, видели? Все разрядилось. Я сейчас поменяю аккумулятор и пусть дальше поснимает. А, Тулан, сейчас поменяем. Сейчас поменял аккумулятор. Короче, этот аккумулятор буквально, ну, не знаю, сколько он заснял. Но иди, Мон, гулять. Мон гулять. Мон гуляет. Иди, снимай. Так, короче, смотрите, какие валежники тут. Очередная лунка. Ну, 2 поворота я прошел, ни одной поклевки пока не было. И рыбак, вот кто вот следы вот, чьи вот ходил, то есть, он тоже не тщательно там пробурил, он буквально там проверял. Вот здесь ничего, как сказать, ни одной лунки тут нету, хотя здесь можно лунок 5 просверлить. Там дальше 2 лунки на повороте попробовал и дальше пошел. Короче, ну, уже видно, что рыба не клюет тоже и проверяет, ходит, но не тщательно рыбачит. Я так буду присматриваться, где он больше лунок сделает. Может, там поклевки какие-то были. Можно попробовать. Он бездельник. Не выключился еще. Не знаю. Может, и аккумуляторы уже все сдохли. Фиг знает. Что-то быстро разряжается. Ребят, хариуса я поймал. Вон он, хороший. Хороший хариус. Ладно. Так, подожди, я его сейчас посмотрю, камера опять не работает. Сейчас я сниму все это дело у него. Давайте еще попробуем, может. Камеру у него, у Тулана я снял. Ну-ка иди. Оспай. Попробуем, может, поклевка еще будет. Вон кто-то клюет, ребят. Мелочь. О, это уже мелочь. Такой отпускаем. Крупный не ловится почему-то. Иди домой. Застрял он там. Вон кто-то клюет, ребят. Оказывается, еще какой-то сдвиг еще есть. Придется еще пробурить там поблизости. Жалко, блин, у Тулана камера выключается. Powerbank надо прикупить маленький и этот с powerbank снимать. О, блин, выплевывает. Короче, какая-то рыбина есть, но осторожный. Ну, раз нашли, здесь я буду, как сказать, больше пробурю, буду рыбачить.
Это тут рябчик. Собака вон. Я слышал, как он подсел куда-то. Деревья высокие. Но обычно он на березу садится. А здесь вообще не обловленное место. Просто вот прошел, на поворотах, он на ямах проверял и все. Рыбак. Там, короче, еще 3 лунки просверлил, бесполезно. С 2 удочками что-то пытался. Ни одной поклевки. Одна поклевка еще была. Не буду обманывать, одна поклевка была. И, как сказать, все, выплюнул. Здесь я вчера одну лунку просверлил. Так, ну все, вещи собираем. И дальше, наверное, пойду. Потому что здесь не обловлено, фиг с ним, у меня выбора нету. Здесь я буду сверлить хотя бы метров 10 промежутками. Думал, вторую мормышку поменяю, там что-то получится. Нет, не хочет. Вот тут рыбачили. Вот тут рыбачили, ребят. С каждой 5 метров, 4 метра, 3 метра даже. Промежутками просверлено. Но ни одной параллельной лунки. Тут проверяли, шли. Но явно ничего тут не клевало. Потому что если где-то что-то клюет, всегда параллельно рядом просверливает лунки. Вода вышла, потому что видно уровень больше стал воды после оттепели. Вот тут опять свободно, чистое место. Тут можно опять сверлить. Ну блин, на солнце так жарко. Фу, аж вспотел уже. По-теплому оделся. Но вот тут попробую тоже. Хотя бы лунки 2 просверлю. Прям нашинковал. Вот это да. Каждый раз, два, каждые 3 метра. И вот тут, ребята. Видели, как натоптано все? Здесь еще нету, а вот тут уже натоптано. Здесь он явно кого-то поймал. И параллельно вот тут еще лунка. Вот в этих 2 лунках. Сейчас я тоже попробую. Может, какой-то остаток остался. Самый хитрый, крупный хариус. А может и нет. И где-то еще параллельно, может, просверлю. Но он тут явно кого-то поймал. Ребят, крупный или мелкий, но кто-то есть. Пробую вот. Первая лунка там пустая. А здесь кто-то вот клеванул мне. Опа. Ясно-ка. Видели? Поклевочки. Хитрая рыба осталась. Ударчики есть, но... Не просто так взять. Хитрец. Или мелкий, может. Поэтому, наверное, мелкий все-таки. Мелочь. Пока не выключу, наверное, не поймаю. Камеру выключишь и